Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Всероссийский детский центр «Смена» – главный профориентационный центр и флагман детского образования и отдыха в России. Центр расположен на побережье Черного моря, в живописной долине Сукко, недалеко от города-курорта Анапы. Современная «Смена» – это 6 детских образовательных лагерей, лидер, профи, арт, профессиум, наставник и рубеж. Одновременно в них могут находиться 1411 детей, а в течение года свыше 17 тысяч. Сегодня у нас в гостях директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В первую очередь хочу вас спросить о центре. Целых 6 детских образовательных лагерей. Какие же образовательные программы там реализуются? У нас реализуются разные образовательные программы. Мы вообще специализируемся на умном отдыхе, событийном отдыхе для ребят. Наша аудитория – это ребята, как правило, от 11 до 17 лет. Мы именно ориентируемся на старший школьный возраст. И в том числе мы единственный федеральный центр, который целенаправленно работает со студентами СПО, техникумов и колледжей, которые не достигли 18 лет. Поэтому мы реализуем образовательные программы, как вы, собственно, и сказали в самом начале. Это образовательные программы, которые ориентированы на раннюю профориентацию, профессиональное, трудовое воспитание детей и подростков. Вообще «Смена» была образована 40 лет назад, в 1985 году. Тогда она называлась «Всесоюзный трудовой оздоровительный лагерь «Рабочая смена» и задумывалась именно как большой такой лагерь для учащихся профессионально-технических училищ. Поэтому мы придерживаемся тех педагогических традиций, которые были заложены нашими предшественниками. И «Смена» сегодня развивается, и мы реализуем порядка 80 различных образовательных программ. Но еще раз говорю, все они направлены так или иначе на популяризацию рабочих профессий, на раннюю профориентацию, предпрофессиональные, надпрофессиональные компетенции и трудовое и профессиональное воспитание. Тогда теперь предлагаю поговорить об основных целях вашего визита. Вы прибыли к нам в Якутию уже не в первый раз. Какое впечатление сложилось о нашем регионе? Не в первый раз звучит очень громко. Я второй раз в Якутии. И на самом деле я под большим впечатлением. Я сознательно в прошлом году летом приезжал в Якутию. Мы начали взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия по разным направлениям деятельности. Конечно же, главное из этих направлений – это детский отдых. Вообще я хотел бы сказать, что Якутия, и я в этом убедился уже в ходе своих поездок и летом, и сейчас, это, на мой взгляд, очень уникальный регион. Он уникален не только из-за суровости климата, а прежде всего это, конечно же, люди. И я хотел бы отметить, что здесь именно трепетное отношение к вопросам детства. Здесь ценится человек труда. И это та миссия, та философия, которую разделяет и Всероссийский детский центр «Смена». Мы говорим и о том, что человеческое счастье возможно через созидательный труд. Мы как раз и делаем все для того, чтобы раскрыть таланты детей у себя и, опять же, показываем им то, что общественно полезный труд, труд на благо общества, патриотизм как компетенция – это то, о чем мы стараемся говорить открыто с детьми, и, соответственно, такой открытый диалог позволяет вести его на равных. И дети верят тем образовательным программам, которые мы реализуем, тем мероприятиям, которые мы для них делаем, патриотическим, духовно-нравственные, историко-культурные. Вот за этим дети приезжают еще раз к нам в «Смену». Кстати, об образовательных программах. Якутский проект «Профстарт. Шаг в будущее», он же вошел в число победителей всероссийского конкурса детского центра «Смена». Да, и вы, когда сказали что мне, как говорится, чем понравилась республика, конечно же, я уже сказал отметил, те особенности, которые
бросаются и выделяются в республике. И мы сейчас вместе с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия будем на территории Всероссийского детского центра «Смена» реализовывать программу, образовательную программу «Профстарт». То есть это партнерская образовательная программа, за которой стоит Министерство образования и науки Республики, наши педагоги вместе с экспертами, вместе с теми, кто делает эту программу, в настоящее время подготовили, на мой взгляд, уникальную по насыщению, по событиям для детей именно именно образовательную программу, будем говорить, но при этом которая будет им очень и очень интересна. Она наполнена различными знаниями, компетенциями для них, они будут узнавать много нового. Эта программа, которую мы будем реализовывать вместе с Министерством образования, предназначена, и на отбор будет делаться 30 детей, которые приедут к нам во Всероссийский детский центр «Смена». Причем это ребята, которые учатся сейчас в психолого-педагогических классах и которые для себя выбирают профессию педагога. Поэтому мы, конечно же, ориентируемся на эту программу «Профстарт» и думаем, что это будет такая пробная программа, пилотная программа, и уверены, что она будет пользоваться спросом, и мы планируем, конечно же, сделать эту программу традиционной и масштабировать ее, и, соответственно, реализовывать не только в этом году, но и в следующем году. А какие мероприятия в целом традиционно уже реализуются на базе «Смены»? На базе «Смены» реализуются разные мероприятия. Я бы, наверное, выделил, конечно же, героико-патриотические мероприятия. Более того, мы еще раз наша образовательная программа, наша образовательная деятельность направлена на то, чтобы ребенок понимал, что жить в России, работать в России – это конкурентное преимущество, чтобы ребята гордились своей страной, любили свою родину. Ну и я хотел бы в этой связи, конечно же, сказать о том, что Всероссийский детский центр «Смена», он, соответственно, создан правительством Российской Федерации. Одним из учредителей Всероссийского детского центра «Смена» является Министерство просвещения Российской Федерации. Ну и мы, соответственно, относимся к Департаменту воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, который возглавляет сейчас ваш земляк Игорь Васильевич Юргин. Да. И я в том числе приезжаю сюда, чтобы посмотреть, как здесь работают с детьми, как здесь работают с молодежью. Игорь Васильевич возглавлял, соответственно, направление молодежной политики здесь, в республике, с тем, чтобы понять, как те требования, которые он сейчас транслирует нам, как эти требования можно было бы реализовать на базе Всероссийского детского центра «Смена». Эти требования в том числе касаются и вопросов патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Игорь Васильевич очень требовательный, принципиальный человек. И, конечно же, работать под его началом – это большая ответственность, большая честь, ну и большая поддержка с его стороны. Поэтому я очень рад, что являюсь частью команды такого человека. И здесь очень важен такой момент, о котором я хотел бы отдельно сказать, когда мы говорим про мероприятия патриотической направленности, про духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов всегда говорит о том, что не должно быть формализма при организации таких мероприятий. Вот как раз пример Игоря Васильевича, его школа мужества, которую он прошел, его общение с детьми, здесь нет никакого формализма. Здесь все идет от человека, идет от пережитого человека. И мы стараемся не сфальшивить, и здесь, на базе Всероссийского детского центра «Смена», именно с теми требованиями, которые транслирует нам Игорь Васильевич, организовывает работу, массовую работу с детьми и молодежью. Вот это вот, наверное, я хотел бы отметить и сказать.
Ну, спасибо вам за такую оценку. И, наверное, такой, скажем, животрепещущий вопрос. Как же родители, которые живут у нас в Якутии, могут отправить детей в ваш детский центр? Что для этого нужно сделать? Значит, у нас, я уже сказал о той программе, которую мы реализуем. Мы сегодня встречались с министром образования и науки республики Нергуной Афанасьевной Соколовой. Нами подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения о сотрудничестве мы наметили те направления, которые будем развивать. И еще раз говорю, одно из главнейших направлений – это детский отдых. Попасть в детский центр можно в рамках государственного задания. Есть государственная квота. Да, квота небольшая, если мы говорим о республике Саха-Якутия. Сейчас это 45 детей в течение года, которые могут приехать во Всероссийский детский центр смены. Понимая, что запрос намного больше, мы сегодня же и подписали документы о сетевом договоре, о сетевой форме сотрудничества, в рамках которой будет реализовываться программа «Профстарт», в рамках которой к нам приедут еще 30 ребят из Якутии. Итого мы ориентируемся на 75 детей, которые приедут к нам в течение года из республики. Соответственно, у нас есть другие программы, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте смена.дети. Там есть те образовательные программы, которые мы реализуем в течение года и, конечно же, в летний период. Это можно будет посмотреть программы, которые реализуются за счет государственного задания, и пройти отбор на эти программы. Есть автоматизированная информационная система «Путевка», которая также представлена на сайте. Нужно будет зарегистрироваться в этой путевке, закрепить документы о себе. Мы ведем отбор мотивированных детей. Я сознательно не употребляю слово «талантливых», говорю о мотивированных детях. Мы считаем, что все дети талантливы. Мы ждем в смене мотивированных детей, которые хотят попасть на те образовательные программы, которые будут реализовываться в течение года. Есть партнерские программы, на которые также ведется отбор, осуществляется отбор. Этот отбор тоже открытый. Принцип его такой же, через регистрацию ВАИС-путевка. Поэтому, если есть желающие, кроме той квоты, которая есть у республики, региональной квоты, можно будет к нам попасть по квотам наших тематических партнеров на тематические образовательные программы. На следующий год мы надеемся, что наше сотрудничество позволит нам увеличить и региональную квоту, ну и, возможно, нам удастся найти и привлечь тех партнеров в республике, которые вместе с нашими педагогами захотят сделать новые образовательные программы, на которые в том числе приедут дети из республики. Возможно, так и случится. Игорь Валерьевич, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, поделились такой полезной информацией. По возможности приходите к нам еще. Спасибо большое, спасибо за возможность принять участие в этом эфире. Я очень благодарен за эту организацию сегодняшней трансляции. Спасибо. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.